Есть ли этноспорт в Мордовии? Сложный вопрос. Национальное состязание включают в программу ГТО, но их нет в школьной программе. Показательные выступления и мастер-классы по мордовской борьбе проходят во время национальных праздников, но она официально не зарегистрирована. Почему так происходит, что делать и быть ли этноспорту в программе по физической культуре в школах республики? Ответы на эти вопросы пыталась найти наш корреспондент Татьяна Михалкина. Рабочая программа по физической культуре содержит комплекс упражнений на 90%, утвержденный Министерством образования России. В оставшуюся часть изменений может внести педагог-разработчик. Но учителя физической культуры в нашей республике не гонятся за инновациями, ведь легче ввести занятия по отработанной схеме. Многие же преподаватели физической культуры идут вот по тому направлению, в которых они специализируются в пединституте. И, в общем-то, если он специализировался, допустим, в баскетболе, он свою программу старается строить на баскетболе. В некоторых школах Саранска находят выход из положения. К национальным видам спорта приобщают детей в рамках внеклассных мероприятий. За помощью обращаются к Павлу Мигунову. Его мастер-классы полюбились ученикам 30-й, 32-й, 36-й школ, гимназии номер 19 и 26-го лицея. Надо или не надо включать какие-то элементы этих единоборств в учебную программу? Ну, наверное, какие-то надо. На уровне познавательного интереса детей. Детям это очень интересно, они очень быстро вовлекаются. Метание шара, перетягивание палки и бросание гири увлекает детей, но особый интерес вызывает национальная борьба. Александр Уланов привел сына в секцию мордовской борьбы, когда ему было 4 года. Национальные состязательные традиции нужно включать в школьную программу, считает молодой отец. Мы живем в Мордовии, и знать свои корни, мордовский язык, к сожалению, его не знаю, да. Но я думаю, это будет правильно. Желающих заниматься мордовской борьбой хоть отбавляй, но будущее иллюзорно. Еще одно препятствие, которое не дает шансов развитию этноспорта в Мордовии, то, что национальная борьба не включена во Всероссийский реестр видов спорта. На сайте Министерства спорта размещен порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения, утвержденный министром спорта России. В нем сказано, что признание видов спорта министерством осуществляется на основании заявления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта для национальных видов спорта. В процессе подготовки репортажа мы убедились, что энтузиастами в республике сделано все, чтобы мордовская борьба не умерла. Дело осталось за малым, чтобы чиновники отважились и прошли все бюрократические процедуры. В России официально зарегистрированы 4 национальных вида спорта – киришу, чувашская народная борьба, хапсагай, якутская борьба, масс-рестлинг, перетягивание палки у якутов и якутские национальные прыжки. В 2021 году Уфа станет хозяйкой всемирных игр по национальным и неолимпийским видам спорта. У Мордовии есть все шансы еще раз доказать статус самого спортивного региона России. Татьяна Михалкина, Евгений Напалков, Сергей Надин. Вести Мордовия.